Ну и снова здравствуйте. Сегодня 14 марта. И мы снова на Печоре. Вчера насадили все на мальков. И сегодня вот решил проверить. Время уже 2:30 где-то. Но ничего страшного. День уже подлиннее. Я надеюсь, что до темноты успею. Кстати, я не взял даже почему-то фонарика. Но это ладно. Сегодня у меня другие лыжи немного. Потому что сегодня уже -8. Снег сухой. Не прилипает. Поехал на своих лыжах. Приехал, можно так сказать, налегке. И в первую очередь я хочу проверить, что и как. Несколько продольников, 3 продольника поставил в перемешку. Язь, малявка. Малявка, червяк. И несколько штук снарядил просто мальками. Так что мы сейчас будем все смотреть. Ну и вы, конечно, это все сами увидите. Итак, у нас первая палка. Приготовил первую палку. Все подряд снимать не буду. Буду по мере готовности палок включаться, потому что на все батарейки не хватит. Смотрим первую палку и видим, что там ничего интересного нет. Еж целый, малек живой. Тут даже было еще у меня пару мальков насажено. Вот он, третий, второй живой. И этот тоже живой. Как мы видим, здесь рыбы не было. Все живцы живые. Ну, если будет похожая картина на других палках, то мы все это дело оставим еще на пару недель до лучших времен. Короче, будем смотреть, и будет все видно, что и как. Смотрим. Еж живой. Второй живой. Малек живой. Здесь рыбы не было. И здесь, походу, никого. Живцы живые. Живцы не сбитые даже. Рыбы здесь нет. Вся рыба ушла в низовье. Сегодня смотрел ролик у Димы Канева. Дима, привет тебе. Как видишь, у нас на Лим не клюет. У тебя в низовьях клюет. Вроде одна река, а верхнее и нижнее течение это очень много зависит. Как-то вот так. И здесь, походу, пусто. Все живцы на месте, все живцы живые. Рыбы нет. И здесь никого. Хотя снимать здесь нечего вообще-то. Пустота. Как в пустыне. Вот, проверил продольник с нашим червяком. Как мы видим, он еще живой, и никто его не трогал. Минога, блин, червяк. На миногу никто не позарился. И все мальки живые. Короче, или рыбы здесь нет, или кушать не хотят. Одно из двух.
Выключаемся. Ну вот наконец-то кто-то дергает. Наконец-то кто-то дергает. Я уже не хотел снимать, то есть я уже не снимал очень долго. Тут наконец-то слышу, кто-то дергает. Не знаю, это кто, но какой-то вес есть. Ух ты, блин, еще и зацеп. Еще и зацеп. Ёшкин кот. Кто-то дергает и зацеп. Ну как так-то, а? Блин. Так, что-то отцепилось. Рыба вроде бы еще осталась. Вот он, вот он, вот он. Вот он, язь. Вот он, язёк. Наконец-то. Я уж думаю, все. Проверяю последний продольник. Попал на червя. Попал на червя. Вот такой красавец язь. Он все проверил уже. Все продольники пустые, все палки пустые. Я уже даже снимать перестал. А тут вот продольник, насаженный на червей, вот дал вот такое мне язика. Красавца. Это хорошо. Это очень хорошо. Так, и все. Вот один единственный язь попался на червя. Смысла дальше проверять нет. Вон крючок обломан один. Был зацеп. И все запутано. Или этот язь ковырял, или кто-то еще здесь был. Так что все мальки целые, все ерши целые. Позарились только на червя. Смысла дальше проверять не вижу, так как все будет пусто, потеряю только время. Пока выключаемся. А что пока? У меня еще один продольник остался вон там. Я его сейчас проверю и все. Засыпаем лунки и домой. Все же не пустой. Ну вот, друзья, дошли до крайнего продольника. 2 проверил. А, нет, тут еще один есть продольник. На мальков насаживал. Точно. Получается, 3 проверил. 3 проверил. На одном один сидел. Здесь тишина. Здесь никого не слышно. Так что время язей хорюзов еще не наступило. О, ёрш. Взял вот такой ёрш на червя. Обалдеть. Вот толстяк с икрой. Вон он, вкусный ёрш-то. Вот такие вот с икрой, они вообще обалденные. Червей убираем, насаживаем на мальков. Тут я через раз насаживал. Один малек, один червяк. Вон. Ёрш долбит. Снимаем всех червей. Насаживаем мальков. Так, здесь у нас больше никого нет, никого не слышно. Выключаемся. Ну вот и крайний продольник. Надежды на него мало, так как был насажен он на мальков. А так как проверил я все палки, насаженные на мальков вершей, везде пустота. Везде пустота. Клюнул только один продольник, один крючок, насаженный на червя. Вон, как мы видим, все мальки целые. Никто их не пытался даже покоцать. А, тут даже один на червя был. Червя погрызли. Вон, видите?
Получается, мальков пока не... А нет, кто-то есть, друзья, есть. Ха-ха-ха. Он просто не дергался, друзья. Он просто спокойно шел. Он клюнул на малька. Не очень крупный, даже поменьше первого. Но он второй язык клюнул на крупный крючок. Зацепился хорошо, он бы... Нет, он бы со временем-то сошел, конечно. Вот и второй язь. И так у меня уже в кузовке 2 язя. И все-таки, наверное, вы этот ролик увидите, потому что я уже не хотел было изначально ничего пихать туда. Вон. О, подожди, стоп. Еще там кто-то дергает. Что-то там еще дергает, друзья. А, вон. Еще налимчик вон какой. Так, как бы нам тебя выпустить? О, хорошо. Хорошо сошел, друг. Слабо зацепился. Иди гуляй. Иди гуляй, расти, мой хороший. Иди. Ну вот. Как-то вот так. Я не знаю, тут и черви насажены, и мальки. На что клюнул этот язь, я не знаю. На что клюнул этот язь, я не знаю. Но скажу вам одно. Рановато пока рыбачить нам на Печоре. Разведка. Ну, от нуля, конечно, мы ушли. 2 язя, это тоже результат. Но все ерши целые, все мальки на палках, которые... Вот у меня ерш-малявка по 2. Я уже не стану все монтировать, показывать. Я проверил около 15 палок, наверное, вот вчера насаженных, которые было. Везде все пусто, все до единого. Ерши целые, мальки все целые, все живы. И никто их не взял. Сработали продольники, насаженные на червей. Попался один ерш и 2 язя. Вот они. Вон. Сейчас вот язь попался вот такой вот. И чуть раньше вот такой вот язь. 2 язя и 1 ерш. Вот такой вот сегодняшний у нас улов. И этому ролику быть. Изначально я уже все плюнул, думаю, зря, даже частично не снимал. Но потом бац-бац. Так что вот как-то вот так. Недельки 2 еще подождем. Ну а потом будем пробовать по новой. Вон такое вот солнышко садится. Красивое. Мороз крепчает. Чувствуется аж прямо с севера дует такой ветерок холодненький. И чувствуется аж... Обещали до минус 18. Так что мы скоро увидимся. Увидимся, скорее всего, на лесной речке. На Печоре пока рановато. До свидания, друзья. Всем пока. До встречи на реке, на речке.